В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Глава Якутии Айсен Николаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом России Николаем Владимиром. Стороны обсудили ход подготовки к проведению 8-х летних международных спортивных игр «Дети Азии». В Нерюнгринском районе прошли пожарно-тактические учения. Цель тренировки – повышение уровня профессиональной подготовки, отработка скорости реагирования и навыков по тушению пожара. Защитить военнослужащих от ожогов разной степени. Боевые шелкопряды Якутии работают над пропиткой для маскировочных сетей. Древнейшие спутники мамонтов. В Бизонарии Усть-Ботома продолжается зимний туристический сезон. В Якутске стартовали 6-е соревнования народов Севера и игры детей Арктики. Команды из 6 улусов республики будут состязаться в 6 национальных видах спорта. Глава республики встретился с чрезвычайным и полномочным послом России Николаем Владимиром. На приеме обсуждались дальнейшие перспективы углубления и развития связи республики с государственными партнерами для укрепления международных отношений и сотрудничества с Якутией. Как отметил посол страны, сегодня Якутия – одна из наиболее динамично развивающихся регионов страны. Объем международных связей республики нарастает, и большую роль в этом играет тесная взаимосвязь между руководством республики с федеральными органами. IT-технологии. Мне кажется, что то, что ваша республика показывает такие интересные результаты, свидетельствует о том, что и новые отрасли тоже могут занять очень достойное место в той номенклатуре международных связей, которая до сих пор у вас уже сложилась. Я вчера имел большое удовольствие посетить университет, принять участие в научно-практической конференции. Мне кажется, что такой резерв большой, то есть экспорт знаний, экспорт образования, а именно об этом теперь уже мы можем говорить смело, вполне может осуществляться на базе Северо-Восточного федерального университета. 72% от плана доставили до пунктов назначения в республике по данным на 20 марта. Первый вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников провел заседание межведомственной комиссии по координации перевозки грузов в республике в зимний период. Так, в перевозке жизнеобеспечивающих грузов в регионе задействовали 820 единиц автотранспорта, а также всесезонные автомобильные дороги регионального и муниципального значения, открытые для движения. Особое внимание Дмитрий Садовников обратил на грузоперевозки в арктические и северные районы. В Нерюнгринском районе прошли пожарно-тактические учения. Цель тренировки – повышение уровня профессиональной подготовки, отработка скорости реагирования и навыков по тушению пожара. Наш корреспондент Иван Лазаренко следил за ходом учений. Учения по тушению условного пожара прошли в здании отдела МВД по Нерюнгринскому району. С момента поступления тревожного вызова до прибытия огнеборцев на место ЧП прошли считанные минуты. Отрабатывались 3 основных вопроса. Первый вопрос – это оповещение и прибытие подразделений пожарной охраны к месту вызова. Второй – это организация взаимодействия с отделом МВД по Нерюнгринскому району по эвакуации личного состава, а также материальных средств создания отдела МВД. И третья задача – это практическая отработка навыков личного состава подразделений Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона по выполнению задач на таких объектах. По легенде учений, возгорание началось здесь, в актовом зале. Открытый огонь начал быстро заполнять помещение, а густой едкий дым от горения отделочных материалов и мебели начал распространяться на все 4 этажа здания. Уходят на разведку на 1-й этаж ИВС, как понял. Информацию на Апрелевку передай. Вас понял. Грамотные действия и слаженная работа всех расчетов позволили выполнить поставленные задачи в кратчайшее время. Условный пожар потушен, гражданские лица эвакуированы, условные пострадавшие найдены, им оказана необходимая помощь. В целом было сосредоточено 5 единиц техники по вызову номер 2 в пределах 20 человек личного состава. Задачи, боевые участки выполнили, оценка в целом удовлетворительна по этим тактическим учениям.
На подобных учениях, которые проводятся регулярно и на разных объектах, совершенствуется тактическое мышление и практические навыки, что позволяет всем подразделениям действовать в будущем более слаженно и эффективно. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Впрочем, в Якутии насчитывается более 450 населенных пунктов, которые находятся под угрозой лесных пожаров. В этом году в республике под угрозу могут попасть 34 детских лагеря и 74 дачных объединения. В целях защиты населенных пунктов и объектов экономики запланировано проложить и обновить более 1000 километров минерализованных полос и 600 километров разрывов. Об этом рассказал заместитель министра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Аял Вензель. По предварительным данным, на возможные чрезвычайные ситуации в пожароопасный период на территории республики группировка сил и средств сформирована в количестве свыше 10 тысяч человек и 2000 единиц техники. Огонь в целом представляет большую опасность в зоне боевых действий. Во время боев многие солдаты специальной военной операции получают ожоги разной степени. Так, волонтеры из организации «Боевые шелкопряды» решили пропитывать маскировочные сети специальным веществом. Подробности в сюжете Амана Отова. После поездки в зону боевых действий глава Бабпагаинского наслега Егор Николаев заметил, что маскировочные сети очень быстро возгораются при соприкосновении с огнем. У команды волонтеров зародилась идея пропитывать сети специальным веществом, которое не позволяет им возгораться. И решил обрабатывать вот эти сетки именно таким веществом, чтобы там ребятам помочь при пожаре, при том, что когда сгорает вот это вещество, чтобы не сгорало. И вот одежду, обрабатывать одежду танкистов, там еще что-то. При подбивании танка очень много парней получают ожоги. И чтобы они одежду, чтобы обрабатывать, тогда ожогов меньше будет. Для реализации этой работы Егор Афанасьевич подключил компанию, работающую с противопожарными смесями «Регион Щит» и волонтерскую организацию «Боевые шелкопряды». Одним из преимуществ этого продукта является отсутствие запаха и безвредность для организма человека. И именно поэтому солдаты могут пропитывать ими свое военное обмундирование, дабы защититься от огня. После обработки в течение 3, даже больше лет он свойства не потеряет, если на мокром снегу или дожде не стоит. Если свойства потерялось, надо взять быстренько обработать. Вот таким простым пульверизатором можно быстренько любому человеку обработать на месте. Быстренько можно и дома, можно и на улице, без разницы. Волонтерская организация «Боевые шелкопряды» занимается плетением маскировочных сетей. Размер одного стенда занимает 2 метра в ширину и 2 метра в длину. При работе с 10 утра до 6 вечера команде удается закончить 5-7 маскировочных стендов. Делаем хараскал, готовим. Вот такие вот хараскал. Каждому даем с маскировочными сетями. Мы им обязательно делаем подарки. И в подарках вот ложим вот такие стельки, которые готовим из конских волос. Тоже вся республика нам помогает. Проверив эффективность невозгорания маскировочных сетей, Егор Николаев сообщает, что их команда решила отправить 100 пропитанных маскировочных сетей в зону боевых действий. Аман Отов, Семен Семенов, Якутск. В здании спортивного комплекса «Самородок» состоялась встреча ветеранов боевых действий с тренерами Центра адаптивной физической культуры и спорта. На мероприятии гости ознакомились с паралимпийскими видами спорта, которые активно развиваются в регионе. Также обсудили вопросы участия в межрегиональных соревнованиях участников СВО из регионов Дальневосточного федерального округа. Соревнования, получившие название «Кубок защитников Отечества», запланированы на июнь текущего года в Хабаровском крае. Этот проект представляет собой важную площадку для ветеранов и участников СВО, где они имеют возможность не только заниматься спортом, обмениваться опытом, но и готовиться к будущим соревнованиям.
коллеги наши мои готовы уже всячески помогать всем тем ребятам, которые имеют желание заниматься спортом, чтобы они дома не сидели, не остались сами по себе, ну, как бы вышли в люди, как бы, да, спортом заниматься. И если человек спортом занимается, он забывает обо всем, как бы у нас стоят другие задачи. Может быть, среди вот этих сидящих ребят имеются будущие паралимпийские, судоолимпийские чемпионы. Древнейшие спутники мамонтов. Так ученые иногда называют лесных бизонов, чьи предки бок о бок ходили по земле вместе в древние времена. Вот уже 18 лет в Якутии восстанавливают популяцию этих парнокопытных, завезенных в резерват из Канады. И, как признаются специалисты, они уже стали больше и мощнее своих североамериканских собратьев. Проверил это и наш корреспондент Петр Васильев. Внушительная мохнатая голова, почти тонна мышечной массы и способность развивать скорость до 70 км в час. Лесные бизоны способны внушить страх даже самому заядлому любителю животных. На самом деле эти исполины достаточно мирные. К туристам относятся с настороженностью. Из лесных зарослей появляются только на звуки рассыпающегося комбикорма и знакомые призывы работников резервата. Ну, работники знали, каждое утро их кормят. Суточная норма кормов у них там 2-3 килограмма комбикормов, 20 килограммов сена и дополнительные сами копытят, получается. Этот заповедник – большой шаг к возрождению местной фауны. Территория его более чем огромная – 126 гектаров. Все для того, чтобы звери не чувствовали себя подневольными. Ну а всего здесь обитает больше 40 вот таких вот бизонов. Самцы отдельно, самки с детенышами отдельно. Их сводят только летом во время брачного сезона. Телят, кстати, в этом сезоне родилось сразу 12. В ближайшее время их отправят в резерваты в разные районы Якутии. Сунтарский, Горный и даже на Среднюю Колыму. Летом животные находятся на свободном выпасе, а уже ближе к зиме их перегоняют обратно к людям. В том числе и для того, чтобы туристам заповедника Усть-Ботома было легче за ними наблюдать. Ну, мы тут проводим экскурсии. Зимой на буране, летом на машине, на тракторе. Плюс у нас есть домики летние, могут их снять, остаться на ночь. Ну а для туристов заповедник разработал целую туристическую инфраструктуру. Тут и комфортабельные теплые домики, и экотропа, и сплавы, и рыбалка, и разные экскурсии. Ну а в зимний сезон добавляются ледяные горки, скульптуры и катание на буранах до мест обитания бизонов. Если к бизонам по объективным причинам близко подойти не получается, то на помощь приходят другие обитатели парка. Вот, например, изюбры. Главная цель специалистов – выпустить животных на волю. Но для этого понадобится десятки лет, ведь чтобы стать полноценным видом, этих могучих быков в Якутии должно быть не меньше 1000. Петр Васильев, Иван Сорокаумов, Хангаласский район. Более 20 музеев республики представят свои лучшие экспонаты в Якутском музее. Открылась выставка «Седех Экспонаттар» в рамках совместного музейного проекта Якутского музея и республиканской газеты «Саха-Сире». Посетители смогут увидеть редкие, ценные, исторически значимые экспонаты многих музеев республики. Выставка пройдет с 20 марта по 20 мая. С издательством работаем давно, и вот этим проектом уже занялись с 2002 года. Наш музей работает с 1967 года. В прошлом году мы переехали в новое здание, Дворец культуры, и сейчас мы экспонируем там уже по современным технологиям в интерактивном формате. На данной витрине представлены, экспонированы именно наконечники, костяные наконечники лука, каменная тесла, фрагмент доспеха из кости, якутская утварь с ручками и наш традиционный батыя. В Якутии продолжается региональный этап чемпионата «Профессионалы». На базе Алданского медицинского колледжа школьники и студенты померятся знаниями в компетенции лечебное дело. В рамках чемпионата состоялись профессиональные соревнования и для дошколят. Какими навыками владеют самые юные участники, узнали наши корреспонденты.
Волонтер Алданского медицинского колледжа поранила руку, и девушке требуется помощь. Остановка кровотечения, обработка кожи и наложение повязки – весь алгоритм действий на практике продемонстрировали дошколята. Соревнования для воспитанников детских садов по компетенции «Сестринское дело» прошли в рамках регионального этапа чемпионата профессионального мастерства. Спасибо за терпение. В профессиональных состязаниях силы попробовали 6 мальчиков и 1 девочка. Это воспитанники детских садов Алдана. Педагоги и родители волновались едва ли меньше, чем сами участники. Впрочем, поставленные задачи у ребят особых затруднений не вызвали. С заданием справляется наш ребенок хорошо. Я очень рада, что у него память хорошая, как бы сказать, да. И мне нравится, что такое профиль «Дети 2024». Это очень интересно для наших детей. Обработка раны составила 1 из 4 этапов чемпионата для дошколят. В ходе теоретической задачи участники должны были разделить обязанности врача и медсестры. Также будущим медработникам предстояло разобраться в аптечке и рассказать, для чего предназначены лекарства, инструменты и расходные материалы. Шпатель используется для осмотра полости рта. Детки, конечно, все молодцы. Задания, конечно, сложноватые, соблюдение асептики, медицинские термины, но они справляются, они очень умницы и молодцы. Будущие медицинские работники. В состав экспертов вошли преподаватели медицинского колледжа, сотрудники Алданской ЦРБ и представители районного департамента образования. Мнение судей было единогласным. Дошколята показали хороший уровень знаний и несомненный интерес к медицине. Как мне говорят воспитатели, они даже когда репетировали, они приходили и все всем своим детям рассказывали в группе. Поэтому я думаю, что после сегодняшнего мероприятия все дети в группе будут знать, что такое шпатель, что такое термометр и шприц и так далее. На заключительном этапе соревнований участники показали навыки по тактической медицине. Дети попробовали себя в качестве операторов беспилотных летательных аппаратов. Заданная трасса оказалась достаточно сложной. Впрочем, ребята прошли ее эффективно, преодолев препятствия без потерь. У нас зоны взлета, пролетания управляют, пролетая в обруч, возвращаются и на зону посадки возвращаются на свое же место. Соревнования среди самых юных профессионалов завершились, и дошколята передали эстафету старшим товарищам. В ближайшие дни в стенах Алданского медицинского колледжа в компетенции «Лечебное дело» знаниями и умениями померятся школьники и студенты. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В американском городе Колумбус завершился спортивный фестиваль Арнольда Шварценеггера, где был представлен якутский масс-рестлинг. Сам фестиваль проходит в Огайо и в 36-й раз собирает спортсменов со всего мира. В программе представлено 60 видов спорта, от бодибилдинга до тяжелой атлетики. Традиционно включен и масс-рестлинг. В рамках фестиваля его проводят каждый год с 2014-го. На помост в этот раз вышли спортсмены из Кыргызстана, Венгрии и нескольких штатов Америки. Поединки прошли в 4 мужских и 2 женских весовых категориях. Также разыграли чемпионские пояса в абсолютной категории. Масс-рестлинг вызвал большой интерес со стороны американской общественности. Так, перетягивание палки показали даже в прямом эфире местной телекомпании. Идея состоит в том, что соперники садятся друг напротив друга. Между ними доска, и они держатся за палку. По сути, борются за нее. Масс на якутском языке означает «палка». Оттуда и пошел этот вид спорта. Перетягивание палки, матчи могут длиться доли секунды или полминуты. Но каждый раз, когда борьба превышает 10 секунд, это становится очень утомительным физически. Масс-рестлинг разрабатывает не просто руки или хват. Это работа абсолютно всех мышц. Ну а в Ленске идет набор в секцию стрельбы из лука. Несмотря на то, что на носу конец учебного года, у этого вида спорта настало основное время для обучения. Освоить этот нелегкий вид спорта могут и взрослые дети. А вот наша съемочная группа побывала на одной из тренировок спортсменов и побеседовала с лучниками. Идет этап растягивания, прикладка плотная, локоть пошел назад. Учит ленчан стрелять из лука молодой тренер Евгения Горохова. Девушка 12 лет занимается этим видом спорта. Сегодня она кандидат в мастера спорта. Я закончила единственный в России вуз, находящийся в селе, Шарапчинский государственный институт физической культуры и спорта. Заканчивала
факультет физической культуры на учителя физкультуры-тренер. Стрельба из лука – это призвание. В один день приходишь, все, влюбилась, и уже как 12 лет стреляю. Уже воспитала первого своего, тоже кандидата в мастера спорта. Сейчас иду к мастеру спорта России. Евгения родом из города Мирный. Приехала в Ленск 1,5 года назад по приглашению Александра Пляскина. Много лет мужчина был тренером по стрельбе из лука в группе взрослых. Дети тоже тренировались с ними. Но теперь у начинающих лучников есть свой отличный тренер. Находить умеет контакт с детьми, она умеет их заинтересовать не только с тренировками по стрельбе из лука, но и вообще общением, тем, как создается внутренняя атмосфера, внутренний вот этот климат в коллективе. Она, конечно, тоже очень грамотный специалист, умеет подобрать правильные и упражнения, и правильные средства для того, чтобы развивать физические качества, умеет видеть, какие недостатки у детей есть, какие плюсы и минусы, для того, чтобы скорректировать работу с каждым индивидуально. Сегодня секцию по стрельбе из лука посещает 35 человек. Группа детей и взрослых. Учатся они 3 видам стрельбы – классической, традиционной и из блочного лука. Мария Погуляй долго не могла найти себе спортивные занятия по душе. Услышала о данном направлении, пришла, попробовала, понравилось. Девушка для начинающего лучника отлично стреляет, метко попадает в цель. Очень нравится, очень прям мое. Почувствовала с первого выстрела. Вот. Будут соревнования. Тренер говорит, участвовать надо. В общем, интересное занятие само по себе. Требует концентрации, все равно сосредоточенности. И вот этот момент попадания, он, конечно, ни с чем не сравним. То есть, когда усилия приводят к результату. Отличные результаты показывает и Екатерина Шабанова. Она участница-победительница многих соревнований – районных, республиканских и российских. В таком юном возрасте девушка уже кандидат в мастера спорта. Стреляет Катя из блочного лука. Тренируется ежедневно по 4 часа. Я как-то с детства всегда увлекалась больше такими играми для мальчиков, машинки, стрелялки. И пришлось это попробовать вместе с подружкой, но здесь прекрасный тренер. У нас прям с ней коннект очень хороший. Вот, поэтому осталась здесь. Стремимся к мастеру спорта. За 1,5 года тренерской деятельности в копилке Евгении Васильевны и ее учеников уже есть первые достижения. 2 ребят стали призерами России, а Екатерина Шабанова – призеркой Сибирского федерального округа. Сегодня тренер готовит учеников к районным соревнованиям, которые пройдут уже в апреле. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Уже в 6-й раз дети с арктических районов приезжают в Якутск, чтобы соревноваться в играх народов Севера. На территории Центра отдыха «Сосновый Бор» в рамках профильной смены «Дети Арктики» стартовали соревнования и игры детей Арктики. О национальных спортивных направлениях, а также в целом о смене расскажет Марферина Алексеева. Центр отдыха и оздоровления «Сосновый Бор» принял профильную смену «Дети Арктики». С 11 арктических районов республики прибыло 120 ребят. Главное событие смены – это игры детей Арктики. На протяжении 3 дней команды будут соревноваться по 6 национальным направлениям. Это эвенкийский футбол, нори, метание аркана на хорей, северная борьба, прыжки через нарты и бег на широких лыжах. Все соревнования будут проводиться на улице, на неочищенном снегу. Я тут первый раз буду участвовать в лыжах, нартой и аркан. Лыжи. Это же не простые лыжи, да, действительно. Скажи, что нужно делать? Не простые лыжи, это большие лыжи. И палка с собой нужна. Все. И я знаю, что нарты тоже. Это не просто так, как обычно в зале, да? Это будет на снегу, в национальной одежде. Немножко расскажи об этом. Это же, наверное, очень сложно, да? Какой размер нарт? 40 сантиметров нарты. Сложно будет. Ну, а твой рекорд сколько прыгаешь? 186. Необычный эвенкийский вид игр нори. Задача участника как можно дольше продержать на ладони 6 длиной в 1,5 метра. Держать его нужно вертикально и при этом не выходить за круг диаметр в метр. Как отмечают ребята, палка довольно тяжелая. Это палка, где держишь в руке. Сначала на одной ноге, потом в другой. От тебя зависит, сколько минут стоять. Например, я стояла 10 минут, меняя ногу. Шест, что используется почти во всех северных играх, это хорей, с помощью которого управляют оленями упряжками. Уже самобытность народа появляется от оленеводческих. То же самое их палки, это нори, это и есть палки, которые на учаках ездят. Хорей, это который
Ну, нарты тоже, они превратились на спортивный инвентарь, и вот это превратился на спорт. И детям очень важны. Они здесь, мастеров нету, но все равно увидят, может кто-нибудь подойдет, позанимается, мастер выполнит. Смена «Дети Арктики» продлится до 27 марта. Помимо игр в программе научно-практическая конференция и основательная подготовка к ЕГЭ. Они каждый день, все 10 дней будут готовиться к ЕГЭ, насыщенно работать, да, с преподавателями, лучшими преподавателями Якутии, которые вот работают в партнерстве с Институтом развития образования. Предусмотрены медицинские процедуры, да, укрепление здоровья детей Арктики, дополнительное образование, то есть кружки по интересам, да. И, конечно же, выезд в культурные организации наши. Основной целью соревнований является возрождение, популяризация и дальнейшее развитие самобытных народных видов физических упражнений, игр и состязаний коренных малочисленных народов Севера Республики. Ну а в этом году командные победители игр получат путевку в лагерь «Орленок». Марфелина Алексеева, Григорий Охлопков, Якутск. К этому часу это все новости. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.